когда выдвигали списки по одному из регионов, это регион в Центральном федеральном округе, вот на президиуме просто была такая, знаете, просто битва. Значит, руководитель регионального отделения, депутат фракции в Госдуме, вот он говорит, вот я хочу, чтобы там со мной рядом, там в центральной части списка, был такой-то человек. Мы говорим, слушай, но у него была судимость. Да, была. В 17 лет, значит, там где-то, значит, повздроили, значит, подрались, значит, да, и у него судимость. Он все, говорит, сейчас ему 45 лет. Да? Вот он, значит, она перепогашена давным-давно. Ну, хулиганство по молодости, там кулаками махал, где не надо. И вот у нас спор. Да? С одной стороны, есть установка президента. Это у него был такой посыл, что если у людей была хоть когда-то судимость, ну что у нас вообще, вот, значит, несудимых, что ли, значит, мало. Хотя на самом деле, обратите внимание, вот я когда сейчас статистику посмотрел, это же не то, что мы там какие-то, значит, злодеи, дека, мы сейчас вот, людей с судимостью, а вот у нас страна такая, что у нас очень много людей, значит, были осуждены, причем, когда начинаешь разбираться, вот даже конкретный случай, да, на выборах, значит, человек отстаивал как бы вот, закон и требовал там по закону, значит, и называл там вещи своими именами. Ему присудили клевету, ему присудили, значит, нанесение, значит, моральному достоинству, и у него есть судимость, да, ему там штраф присудили. И все, значит, его в тюрьму судимость. И судимость за что? За политическую борьбу получается, да? Все. И в этой связи мы все-таки исходим из того, что раз вот такой принцип есть, и мы с сожалением, и мы вычеркивали, снимали сами из своих рядов, когда у кого-то оказывается, а кто-то даже искренне, когда он пишет документы, судим нет, потому что он, знаете, юридически погашено, все, а все равно нужно указывать. Более того, сейчас же в законе, и вот, кстати, вы знаете, что сработало, вот этот наш товарищ, он согласился, скрипя сердце, значит, потому что это его, даже не то, что друг, это его соратник. Вот он просто, вот он в Москве, значит, занимается депутатской, а тот вообще пашет у себя там в регионе. И он, конечно, хочет, чтобы он шел с ним. Значит, а последний долг, знаете, какой был? А сейчас же по закону в бюллетене будет написано, вот, допустим, вот список я возглавляю, вторым идет руководитель регионального отделения, отличный парень, все замечательно, а третьим идет человек, и там будет написано, имеет судимость. В бюллетене. И вот аргумент был, слушай, значит, да, вот у нас председатель партии, и никто не будет, там же не напишешь, да он был, значит, осужден там 30 лет тому назад по дурости, по молодости, значит, там, ерунды там, все, имеет судимость, все. Значит, да, и вот этот аргумент, слушайте, а теперь возьмите избирателя. Вот он симпатизирует, значит, слушайте, хорошая партия, программа, он берет бюллетень, опаньки. Ничего себе, Миронов команду набрал. Значит, да, он же, ему ж не объяснишь. И несмотря на то, что вот, жалко, и все понимаем, и видим, когда конкретно за что было сделано. Это ж не коррупционер, там, не убийца. Либо по дурости, либо очень часто вот, обвинения, значит, в клевете. Очень часто у нас, например, во время избирательных кампаний происходили какие-то коллизии, и человека, значит, осуждали, что якобы он там нанес какой-то репутационный ущерб или еще что-то.